Налоги – один из древнейших финансовых институтов, и их возникновение обусловлено становлением государственности. Еще ни одно государство в мире не смогло обойтись без налогов, которые необходимы для выполнения определенных функций, и бюджеты многих стран в основном формируются за счет поступлений, полученных от их взимания. Государственная налоговая служба Абхазии была создана 14 апреля 1994 года постановлением председателя Верховного Совета Абхазии Владислава Ардзенба. В Министерство по налогам и сборам службу преобразовали в 2002 году. На сегодняшний день, кроме центрального аппарата, во всех районах Абхазии функционируют налоговые инспекции. Всего в коллективе 195 сотрудников. В налоговой инспекции самого восточного приграничного района Абхазии, Галского, трудится 11 человек. В основном все налоги и сборы в районе поступают от налога за землю и от деятельности немногочисленных ИП. Местное подразделение налоговой службы Абхазии практически ежегодно выполняет плановые показатели. Только в прошлом году план выполнить не удалось. И на это были объективные причины, а именно распространение на территории Абхазии сельскохозяйственных вредителей. У нас всегда была стопроцентная собираемость, просто в прошлом году чуть-чуть у нас проблема стала. Люди не смогли заплатить, фактически не имели что платить. За это и в прошлом году мы от земельного налога отстали. 14 миллионов план, где мы имели, мы собрали только 12 миллионов. Гагарский район – район, в котором сосредоточен главный туристический потенциал страны. И, конечно же, основной доход в местный бюджет состоит из отчислений именно в этой сфере. В коллективе Гагарской налоговой инспекции 28 человек, и их главная задача – обеспечить своевременное поступление в бюджет всех налогов и платежей от деятельности объектов размещения туристов, а также привязанных к ним объектов торговли и обслуживания. Радует, что таких предприятий здесь с каждым годом появляется все больше. Кроме того, многие предприниматели с целью продления туристического сезона создают условия, при которых отдыхающие могут получить дополнительные услуги. Безусловно, появление новых крупных налогоплательщиков положительно скажется на бюджете района. Мало у нас, к сожалению, предприятий, которые работали бы круглый год. Хотя хочу заметить, что все-таки наши предприниматели, они начали сейчас, кстати, заниматься медициной. Вот, они завозить начали лаборатории, они начали превращаться в санатории с тем, чтобы удлинить сезон. И это очень правильно. В инспекции по налогам и сборам Очимчирского района 13 человек. В районе есть несколько крупных налогоплательщиков, от деятельности которых и поступают значительные отчисления в государственный бюджет. Здесь функционируют 4 рыбных хозяйства. Есть асфальтобетонные и виноводочные заводы. В этом году очень хорошие показатели по путине рыбы, и поэтому в инспекции надеются, что план будет выполнен. Сотрудников инспекции по налогам и сборам Гудаутского района мы застали во время обеденного перерыва. Немногочисленный коллектив собрался в уютном помещении попить кофе, пообщаться в неформальной обстановке и обсудить некоторые рабочие моменты. Здесь служат 19 человек, и с поставленными задачами они справляются. К примеру, показатели прошлого года были перевыполнены почти на 20 миллионов рублей. Главные налогоплательщики района – это Рицинский национальный реликтовый парк и Новоафонская пещера. Несмотря на довольно сложную и ответственную работу, всем, кто здесь трудится, она по душе. 25 лет прошло со дня основания Министерства по налогам и сборам Абхазии. За это время ведомством проведена огромная работа, основные этапы которой и не учесть. Пожалуй, сложнее всего было тем, кто стоял у истоков основания организации. Кроме того, что надо было наладить работу в разрушенной войной стране, необходимо было полностью переделать законодательную базу.
После развала Советского Союза во время перехода на рыночную экономику старые законы уже не работали, а новых просто не было. В начале 1994 года распоряжением на тот момент председателя Верховного Совета Владислава Ардзинба была создана рабочая группа, в которую вошли экономисты Заур Шалашава, Даур Барганджия, Александр Страничкин, Кама Гогия, Марина Квициния, Валерий Пабба. В течение небольшого периода времени ими было подготовлено порядка 20 документов. Могу сказать, что многие из тех законов, которые были тогда подготовлены, они были быстро приняты в сентябре месяце уже 1994 года, они действуют до сих пор, с некоторыми видоизменениями и так далее. Некоторые требуют определенного пересмотра, что было сделано в последующем, в частности, так называемый налог, спецналог, который требует и сегодня определенной модернизации, но НДС тоже требует модернизации. И, конечно, можно говорить о том, что вообще необходимо потихоньку все-таки создавать налоговый кодекс. Но здесь я хотел бы еще на некоторых вопросах остановиться. Когда все это начиналось, естественно, была основа та, которая действовала в Российской Федерации. Это было после развала Советского Союза. Опыта мало было у всех нас, но тем не менее мы этот документы создали. И даже ставки, которые брались, я могу для сравнения сказать, в то время в Российской Федерации НДС был 28 и 21%, мы сделали 10%. Точно так же было по налогу на прибыль, то есть были снижены ставки. Я считаю, что они достаточно такие небольшие и они могут работать. Первым руководителем, который возглавил ведомство в сложное послевоенное время, стал Беслан Кубрава. В условиях, когда не было материально-технической базы, не было даже помещения, молодому коллективу удалось справиться с поставленной задачей и в короткие сроки сформировать республиканские и местные налоговые службы. И уже к концу 1994 года Государственная налоговая служба Абхазии отчитывалась о первых результатах деятельности. Налоговые органы в своей работе сталкивались с серьезными трудностями, понимаете. Только что закончилась война, люди еще не оправились от этой войны, огромные материальные сложности, трудности. И тут налоговый инспектор приходит к начинающему предпринимателю и говорит, надо платить налоги. Во многих случаях было определенное непонимание, но нам удалось все-таки найти понимание ситуации в основном со многими нашими налогоплательщиками. Люди хоть и вначале осторожно воспринимали наши требования, но в целом потом позже стало выясняться, что в глубине души они понимали, что налоги надо платить, государство надо строить. Уверяю вас, именно тот период, 90-е годы, несмотря на все наши трудности, патриотизм и именно стремление, желание построить собственное государство, иметь гордость за свою страну было на самом высоком уровне. Вспомнил сейчас, как мы вводили земельные налоги. Мы ездили по районам, по селам, разъясняя нашим крестьянам, что о необходимости введения земельного налога и о необходимости ее уплаты. Я очень с теплотой вспоминаю, как нас встречали крестьяне, с каким пониманием, с каким руководители республиканские, приехали именно руководители Абхазии, они нам предлагают такие варианты улучшения состояния нашего государства. Я вам говорю, каждый крестьянин хотел пожать нам руку и сказать, что да, мы это будем платить, мы понимаем, для чего это делается, и мы с вами, и такое взаимопонимание в обществе царило, и нас это радовало. Это был наш самый главный козырь, который помогал нам в осуществлении наших главных задач. Фискальные функции, обеспечение доходной части бюджета – это да. Я сейчас не говорю о размерах наших доходов, о размере государственного бюджета. Я говорю о состоянии нашего общества и о становлении налоговых органов. Беслана Кубрава на этом посту сменил Григорий Еник, руководивший ведомством до 1999 года. Затем Министерство по налогам и сборам возглавил Константин Озган.
В 2002 году председателем ведомства был назначен Адгур Лушба, который проработал в этой должности до 2005 года. Адгура Лушба сменил Вахтанг Пепия, руководивший организацией 6 лет. С 2011 по 2016 годы министерство возглавлял Рауф Цимцба. С октября 2016 года Министерство по налогам и сборам Республики Абхазия возглавляет Даур Курмазия. В течение последних лет в Министерстве по налогам и сборам шла большая работа по усовершенствованию методов работы. В частности, был создан электронный реестр налогоплательщиков. И если раньше вся информация хранилась на бумаге, то сейчас есть общая электронная база, где сотрудники налоговой службы из любой точки Абхазии могут отслеживать данные обо всех налогоплательщиках страны. В свою очередь и налогоплательщики также могут в любое время получить всю необходимую им информацию. Для Государственного управления по транспорту Министерство по налогам и сборам создало специальный модуль. Данная программа направлена на упорядочение учета выдачи разовых разрешений. Ведомством также проведена работа по налаживанию взаимодействия программных обеспечений с Таможенным комитетом Абхазии. Таможенная служба получает доступ к реестру налогоплательщиков при оформлении товаров, грузов. Мы получаем сведения. Работа налажена, программные продукты уже взаимодействуют. Расширение возможностей использования интернет-ресурса с целью упорядочения работы и отслеживания поступивших налогов, несомненно, не только удобно, но и полезно как для налоговиков, так и для налогоплательщиков. Теперь любой вид налога можно оплатить через терминалы, которые установлены во всех инспекциях Министерства по налогам и сборам. В 2018 году Министерство по налогам и сборам Абхазии запустило пилотный проект по внедрению онлайн-касс. Проект дорогостоящий, но здесь планируется поэтапное внедрение контрольно-кассовой техники параллельно с преобразованием налогового законодательства. Наличие кассовых аппаратов на всех торговых объектах должно стать обязательным, ведь только в этом случае налоговые органы могут отследить движение денежных средств. Кроме того, кассовые аппараты необходимы и для защиты прав потребителей. Во всех объектах торговли должны будут функционировать современные кассовые аппараты, которые будут удобны и налогоплательщикам, и нам. В первую очередь они должны существовать и стоять во всех торговых объектах по требованию защиты прав потребителей. Человек, приобретающий товар, должен взять чек. Бывают какие-то ситуации, может быть, ему придется его вернуть, чтобы он мог подтвердить, что тот или иной продукт он приобрел в этом торговом предприятии. Львиную долю всех налогов и платежей, поступающих в государственный бюджет, а это порядка 60%, собирает налоговая инспекция столицы Абхазии, в штате которой 43 служащих. В Сухуме зарегистрировано 600 действующих организаций и юридических лиц и 3000 физических лиц, занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью. Основные налогоплательщики – это фирмы «Вина и воды Абхазии», «Премиум» и «Флагман», сотовые компании «Аквафон» и «Амобайл», а также пивзавод. При плане 1 миллиард 577 миллионов рублей в 2018 году инспекция по налогам и сборам города Сухум обеспечила поступление в государственный бюджет порядка 1 миллиарда 518 миллионов рублей. Это составляет почти 96,5%. Одним из основных направлений деятельности ведомства является контрольная работа, направленная на выявление недоимок по разным налоговым платежам. Основной задачей налоговой инспекции как по городу Сухум, так и в основном всех наших коллег, это является задача по контролю за правильностью начисления и уплатой налоговых платежей по организациям и предприятиям. С этой целью мы проводим выездные налоговые проверки, изучаем квартальные и годовые бухгалтерские балансы. Основной такой проблемой, трудностью на сегодняшний день, с чем мы сталкиваемся, это сбор недоимок. Недоимки – это те налоговые платежи, которые организации предприятия показывают нам по итогам своих отчетностей, квартальных и годовых, а также выявлены в ходе наших документальных проверок.
Согласно законодательству, налоговые проверки должны осуществляться не реже одного раза в год. На каждую проверку уходит от 1 недели и более. Однако у министерства на сегодняшний день нет возможности ежегодно проводить проверки во всех организациях страны. Не хватает людей. В прошлом году в Министерстве по налогам и сборам было создано новое управление тематических проверок, сотрудники которого методом анализа выявляют организации, имеющие обороты финансовых средств, но скрывающие их от государства. У нас есть новое управление, которое мы создали для анализа тех сведений и данных, которые нам предоставляет вот эта вот цифровая информация. И мы сейчас вот заняты тем, что хотим создать такие условия, чтобы мы видели налогоплательщика в каждый период его деятельности. И мы сейчас практически уже видим. Мы должны понять, что там что-то не то происходит по цифрам, по информации. Вот, да? Если мы это видим, то мы должны, естественно, вовремя реагировать. Всего в центральном аппарате 10 управлений, в том числе 2 новых, созданных совсем недавно. В Министерстве по налогам и сборам всегда востребованы молодые специалисты, обладающие необходимыми знаниями. Кроме того, в перечне особых требований к кандидатам знание абхазского языка. Пусть и небольшими темпами, но экономика Абхазии развивается. Об этом говорят цифры. За последние 10 лет показатели собираемости налогов и других платежей по всей республике выросли более чем в 2 раза, а по некоторым районам в 3 раза и больше. К примеру, если в 2010 году в государственный бюджет поступило порядка 1 миллиарда 475 миллионов рублей, то в 2018 году бюджет был пополнен более чем на 2,5 миллиарда. Стабильное ежегодное увеличение поступления налоговых платежей показывают Гудаутский, Сухумский и Очамчирский районы. По Гудаутскому району в 2010 году в бюджет фактически поступило 85 миллионов рублей, а в 2018 году уже более 208 миллионов. По Сухумскому району в 2010 поступил 41,3 миллиона рублей, в 2018 – 133,8 миллионов. По Очамчирскому в 2010 – 35 миллионов, а в 2018 – более 93 миллионов рублей. Министерство по налогам и сборам Абхазии по роду деятельности тесно взаимодействует со многими структурами Абхазии – Министерством экономики, Таможенным комитетом, правоохранительными органами, Министерством юстиции и, конечно же, Министерством финансов. На сегодняшний день, если говорить в процентном соотношении, то поступления, администрируемые Министерством по налогам и сборам, составляют более 70% от всех поступлений, которые мы получаем в государственный бюджет. Это огромная сумма для того, чтобы наше государство могло функционировать, исполнять свои непосредственные функции. В первую очередь это и выплата заработной платы, и выплата различных нормативно-публичных обязательств, выполнение нормативно-публичных обязательств. Это и пенсии, пособия, и все социально важные вопросы, которые решаются в нашем государстве, они, безусловно, решаются и напрямую зависят от тех поступлений, которые приходят в бюджет. Если говорить о Министерстве по налогам и сборам, то мне хотелось бы отметить, что данное министерство очень динамично развивается в своей деятельности. Они оперативно реагируют на те или иные вызовы, которые происходят в нашей стране. Это и использование различных информационных технологий, без которых на сегодняшний день создать какую-либо эффективно действующую систему невозможно. Это и вот я наблюдаю за кадровой политикой, безусловно, в этом направлении они тоже работают. Они огромное внимание уделяют ротации кадров в части обновления специалистов. Да? Мы видим очень много молодых, перспективных и талантливых людей, которые с удовольствием работают и пытаются принести пользу государству. Самая сложная на сегодняшний день социально-экономическая ситуация в некогда процветавшей
процветавшем угледобывающем районе Абхазии Тхорчалском. Район, как известно, дотационный, но несмотря на это сотрудники небольшого подразделения налоговой службы по Тхорчалскому району делают все возможное, чтобы выполнить плановые показатели. Налогоплательщиков здесь немного. В основном это служащие, отчисляющие в бюджет подоходный налог, и индивидуальные предприниматели. Для сравнения, если плановые показатели Гагарского района на 2019 год составляют 204 миллиона рублей, то у Тхорчалского района план составляет 22 миллиона. В данном случае цифры говорят сами за себя. В штате инспекции по налогам и сборам Сухумского района 15 человек. Молодой дружный коллектив с успехом справляется с поставленными задачами. Район – один из преуспевающих в выполнении бюджетных показателей. В 2018 году план по собираемости налогов и платежей был перевыполнен на 100%. Это стало возможным благодаря отчислениям от таких крупных налогоплательщиков, как Абснедюти, компании Абхазтоп и Абхазберегозащита. С 1 января вступил в силу закон Республики Абхазия о патентной системе налогообложения. Данный вид налога введен впервые и относится к специальным налоговым режимам, цель которых – создание более простых и понятных условий налогообложения для определенных категорий налогоплательщиков. Человек оплачивает годовую сумму, определенную ставку. После оплаты он получает этот патент, и человек практически в течение года свободен. И никаких больше платежей у него нет. Значит, он пользуется этим патентом, имеет при себе, может свободно работать. Значит, этого достаточно. Очень удобная форма, люди, наоборот, довольны. Чем раньше, сейчас как бы все открыто, прозрачно, никаких сложностей пока у нас нету. В налоговой инспекции Гулрыбского района работают 12 человек. Район стабильно развивается, что, безусловно, сказывается на работе фискального органа. Гулрыбш – сельскохозяйственный регион, но в то же время здесь успешно развиваются многие виды бизнеса, что способствует увеличению налоговых отчислений в государственный бюджет. В последнее время видно, что деятельность физических лиц она набирает обороты. В связи с тем, что законодательная база подведена к тому, что проще вести в этом направлении индивидуальным работникам свою деятельность. В целом, по исполнению бюджета из года в год отставаний практически у нас не было. Вот, за последние 15 лет я могу сказать, что 2 раза только бюджет Гулрыбского района не был выполнен. На то были объективные причины. А так мы в целом работаем сообща со всеми отделами администрации, хотя наше прямое подчинение Министерства по налогам и сборам. Но мы сообща работаем, и это дает положительный результат, как при формировании индикативного плана, по формированию бюджета и непосредственно по сбору налоговых платежей. Хочу поздравить весь наш огромный коллектив, который во главе с нашим министром. Пожелать всем удачи, здоровья, понимания. От лица нашего коллектива, молодого, небольшого, поздравляю всех сотрудников налоговой службы Абхазии. Разрешите поздравить вас с 25-летием службы, пожелать вам здоровья, счастья, благополучия, всех земных благ. Сам в недавнем прошлом тоже находился здесь, вместе с вами ставили задачи, выполняли свою работу. Знаем эту работу изнутри, и проблемы, и все моменты, которые связаны с этой работой. И из года в год становится не легче, работы много. Пожелаю вам в этом труде огромных успехов. Пользуясь случаем, хочу поздравить своих коллег с профессиональным праздником, пожелать им здоровья, успеха в работе и в личной жизни. Среди сотрудников ведомства немало людей, которые работают здесь со дня основания организации. Заместитель министра по налогам и сборам, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Геннадий Ардзенба – один из них. Всех хочу поздравить с юбилеем 25-летия. И чтобы наше начало, чтобы они продолжили
Мы не вечно будем работать, мы тоже как-то время подойдет, и на пенсию уйдем, и куда-то уйдем. Желаем всего удачи, счастья, семейного счастья, здоровья. Всего вам наилучшего. Хочется пожелать им эффективной работы, потому что от их эффективной работы напрямую зависит поступление в бюджетную систему нашей страны. Хочется пожелать им, безусловно, да, для любого органа, это в первую очередь выполнение планов, поставленных перед ними, и дальнейшего поступательного развития. Ну, хотелось бы пожелать Министерству по налогам и сборам, чтобы они работали активно, и чтобы у них всегда была возможность, как говорится, с гордостью говорить о том, что они работают во благо нашего государства. Я с удовлетворением отмечаю, что это министерство, эта служба, раньше службой называлась, она состоялась, она успешно справляется со своими функциональными обязанностями. И я хочу поздравить всех работников и пожелать им счастья, мира и благополучия и успехов. Я бы хотел всех вспомнить поименно, но, к сожалению, наверное, это у меня сейчас не получится, но вместе с тем я никого не забываю. Я ко всем выражаю благодарность, те, которые начинали строить создавать эту службу, несмотря на любые материальные иные трудности, и они это выполнили во имя нашей страны, во имя нашей Родины, и нам многое удалось. Я думаю, что молодое поколение, которое сегодня успешно работает, будет основываться на этих традициях, на хороших традициях своих предшественников. И Министерство по налогам и сборам сегодня является высокотехнологичным ведомством, со своим аппаратом, со своей материально-технической базой успешно справиться с задачей. 25 лет отмечает налоговая служба Абхазии. За эти годы руководством страны проделана значительная работа по усовершенствованию налогового законодательства, по поиску оптимальных и наиболее подходящих для республики вариантов налогообложения. Выполнить поставленные задачи, обеспечив своевременное пополнение государственного бюджета, при этом способствовать созданию такой налоговой системы, при которой бизнес в стране будет успешно развиваться. Главная цель руководства Министерства по налогам и сборам. Много работы проводилось по реформе налогового законодательства, и по сей день эта работа продолжается различными ведомствами, различными структурами. Общество волнует вопрос налоговой реформы, но для достижения правильного результата нужно, чтобы это все происходило в комплексе. И одной из главных задач для налоговой службы является инструментарий, то есть методы администрирования и способы администрирования. Только полное взаимодействие методов администрирования и налоговой реформы даст тот, конечно, ожидаемый результат. И поэтому с точки зрения налоговых органов целью реформы является обеспечение максимального учета налогоплательщиков и максимально прозрачных показателей наших предприятий. Для достижения этого результата, ввиду постоянного роста числа налогоплательщиков, нет иного способа, кроме как использования современных технологий. Поэтому в налоговой службе еще начиная с 2009 года начали внедряться технологические процессы, создавалась база данных, но с 2018 года мы перешли на новое программное обеспечение, которое позволяет видеть налогоплательщиков по всей территории страны, ну и проводится дальнейшая работа. В прошлом году был подготовлен проект по внедрению онлайн-касс на территории Республики Абхазия, и в плане налоговых органов, что в этом году предполагается завершение концепции налоговой реформы и попытка подготовки и проведения налоговой реформы одновременно с внедрением и контрольно-кассовой техники, и других возможных цифровых технологий. Примеров и аналогов достаточно много. Особенная результативность этого метода администрирования показана, допустим, в Российской Федерации. Мы видим, каких успехов и каких высот достигла Федеральная налоговая служба Российской Федерации, и большая часть работы в области администрирования налогов построена на использовании цифровых технологий. Это удобно налогоплательщикам, но это максимально эффективно в работе налоговых органов. И последнее нововведение в области налогового законодательства, патентная система налогообложения, является одним из подтверждений этих процессов. Выдача бланков патентов происходит абсолютно в автоматизированной системе учета,
И в последующем мы предполагаем, что выдача этих бланков патентов может происходить удаленно, без необходимости посещения налоговых инспекций. Планируется в дальнейшем, конечно, максимально более эффективно использовать эти методы, и одним из таких вопросов является создание личного кабинета налогоплательщиков, в котором будет предоставлена возможность сдачи отчетов и сдачи налоговых деклараций. В связи с празднованием юбилея работников налоговых органов хочу искренне поздравить всех работников налоговой службы. Большое количество работников налоговых органов проработало за все эти 25 лет. По сей день, согласно штатному расписанию, в налоговых органах числится 62 человека, которые проработали в этой службе более 15 лет. Большое количество ветеранов налоговой службы, ну и есть немало молодых, начинающих и перспективных работников. Хотел бы искренне поздравить всех с праздником, хотел бы пожелать мира, добра, благополучия и успехов в работе. Очень часто работу налоговиков недооценивают, хотя налоговая служба, как ни одна другая организация, заинтересована в развитии и процветании любого бизнеса. Чем больше коммерческих предприятий будет в стране, тем больше финансовых средств получит государство в виде налогов, а значит, появится больше возможностей решить многие серьезные проблемы. Потому что, как писал американский судья Оливер Уэндell Холмс, налоги – это цена, которую мы платим за возможность жить в цивилизованном обществе.